Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики. Всем привет, кто заглянул на мой канал. Вот сегодня я решила приготовить хычины. И решила вам показать процесс приготовления. Хычины – это национальное блюдо карачаевцев и балкарцев и нагайцев. Нашла этот я рецепт в интернете, естественно, и вот до того захотелось сделать, и решила сделать и поделиться этим рецептом с вами. Делается, по-моему, он очень просто и быстро, и очень вкусно будет. Ну, мой канал, вы понимаете, почему я решила выставить это видео, потому что мой канал не только о шторах и платьях, а еще, кроме этого, канал называется «Обо всем». Обо всем понемногу. Так. Котенок мешает мне, за ноги кусает. Ну, в общем, прямо сбил меня. Ну вот, для этого нужна картошка. Картошку я вот уже отварила. Потом у меня солить картошку буду вот морской солью. Я люблю вот эту морскую соль с овощами и зеленью. Я все блюда солю вот этой вот солью. Сыр, масло и мука нужна будет. Так, ну что, начинаем. Значит, я сейчас вот эту картошку, нужно из нее сделать пюре. Поехали. И вот, друзья, в эту вот картошку я уже насыпала вот этой морской соли с овощами и зеленью. Она там видна. И кусок масла положила. Все делаю на глаз. Сейчас из этой картошки сделаю пюре. Пюре просто получилось очень вкусным, очень вкусным. Но я возьму только половину возьму из этой массы. И так как у меня сыра маловато, в магазин бежать не хочется. Это получилось все спонтанно. Посмотрела видео, мне очень понравилось. Слюнки потекли, думаю, быстро сделаю и с вами поделюсь. У меня же канал не только о шторах и о платьях, а обо всем понемногу, как вы заметили. Итак, беру половину. Взяла половину массы картофельной. И вот на такой терке буду тереть. Сейчас натру сыр и добавлю в эту массу. Вот, друзья, я натирала не на крупных резцах, а на меленьких, на средних таких. И получилась вот у нас такая масса. Сейчас мы эту массу положим сюда. Вот что у нас получилось. Сейчас мы все это тщательно размешиваем. Вот я массу всю перемешала. Получилось вот такое вот месиво у нас. Ну, вкусно. Теперь нужна нам мука. Ну, вот на такую массу я насыпала где-то муки стакан с небольшим. И вот эту массу сейчас я выложу на стол и буду замешивать как тесто в муке. И вот так все это выглядит. Мука. На муку я выложила вот эту вот смесь картофельную с сыром. Буду замешивать тесто. Вот. Получилось вот такое полено. Сейчас мы его разрежем на части такие небольшие. И будем катать лепешечки. Вот у меня получилось таких вот 6 кругляшков. Обязательно, ну, чтобы легче резалось, я нож валяла в муке
чтобы резалось легче. И обваляла все эти вот кружочки, лепешечки в муке. Сейчас мы будем их раскатывать. Вот такая вот лепешечка получилась, такая лепешечка. Сейчас мы ее будем отправлять в сковородку с растительным маслом и уже горячую сковородку, раскаленную. Вот что у меня получилось, видите? Теперь это не в масле. Получилась вот такая зажаренная, розовенькая, красивая такая лепешечка. Сейчас мы ее помажем маслом. Вот таких 6 лепешечек у меня получилось. Сейчас буду пробовать. Можно кушать со сметаной, можно кушать с какой-нибудь приправой. Всего приятного аппетита всем. Всем пока-пока. До новых встреч.